Я же отгадал забыл, что закинчили, кто взялись и фикстатор, обстазывал, пусто, вайну гехахи, нецва, и грецкий хакшира кузиге, и кшек зизлаховскую. Спасибо, приветствую вас, присаживайтесь. После небольшого перерыва мы с вами продолжаем изучение Священного Писания. У нас книга «Исход», пророк Моисей. Кажется, у нас была глава 11. Кто у нас очень, как обычно? Это очень приятно. По-моему, 11, да, глава? 11 глава, 4 стих. Да, 11 глава, 4 стих, пожалуйста. Моисей сказал: Господь говорит, в помощь я пройду по Египту, и умрут все первенцы в этой стране. И первенец фараона, восседающего на престоле, и первенец рабыни, которая меряет руку ручными жерновами, все первенцы скота. Спасибо. О чем у нас идет речь? У нас мы проходим с вами, изучаем с вами 10 казней египетских. В связи с чем эти казни или суды, да, Мишпат нам говорили, казнь или суд, в связи с чем они на голову египтян сыпятся, Марк? Какой причиной? Они отпускают народы египетские, то есть это израильские, на землю обетованную. Да, совершенно верно. То есть народ избранный, о котором Господь говорит, это мой народ, да? А у нас с другой стороны есть фараон, который то же самое произносит. Мой народ. Это мой народ. Если Господь говорит, это мои рабы, то фараон говорит, это мои рабы. И вот происходит у нас что? Да, такое сопряжение, да, вот между фараоном, божеством Египта, и между Господом. Фараон не единожды уже свою позицию по этому поводу определял, да, мы с вами говорили, проходили, как он достаточно часто меняет свое мнение. Как только приходит какая-либо казнь, пагуба, какая-то там катастрофа, фараон готов отпустить. То есть это обычная человеческая природа, да? Когда гром, тогда мы начинаем креститься, когда все хорошо, мы о Боге не вспоминаем. Правда же? Даже если мы посмотрим на наше православное богослужение с вами, то вот в перечне молитв, которые произносятся, «Подай, Господи», «Дай, Господи», это у нас огромное количество этих молитв. Да? Мы просим и благорастворения там, воздуха, и изобилия плодов земных, и здравия, мы просим и мира, мы просим, и о правительстве молимся, и об армии молимся. То есть все «дай, дай, дай». Сколько раз мы произносим за все богослужение фразу «Тебе, Господи». Вот у нас есть люди, которые поют на клиросе, они вам могут это подтвердить. «Тебе, Господи», сколько раз мы произносим? Это сотая, то есть 0,00 какой-то процент. То есть о чем идет речь? Да? Просительные молитвы в богослужении у нас занимают огромное место, значимое место, а благодарственные совершенно небольшое. Да? Ну это что отражает? У нас же все антропоцентрично. Это что отражает? Это нашу природу отражает. Это мы такие. Мы ровным счетом такие, ну, как люди, существа, создания. И фараон в этом смысле не исключение. Это не какой-то такой злой правитель Египта, который, ну вот был бы другой правитель Египта, у Моисея и народа израильского было бы все хорошо и нормально. Нет, речь не об этом. Итак, говорит Моше: «Так сказал Господь, при разделе ночи я выступлю среди Мицраима». Господь говорит: «Я выступлю посредине Египта, и умрет всякий первенец на земле Мицраима от первенца Паро, то есть фараона, восседающего на его престоле, до первенства рабыни». То есть это все такой единый социум. Египет не рассматривается как какие-то там классы, разделения какие-то классовые, социальные, еще какие-то, ничего подобного нет. Которые за жерновами. Ну это самый, наверное, социальный низ, скорее всего, да, рабыни за жерновами. И все, что тоже немаловажно, первородное из скота, животные, которые в Египте, как мы с вами уже говорили, да, играли какое значение. Мы с вами говорили, да, там коров не ели, прочее. Более того,
львиная доля всех этих богов, божеств, они так а какие-то черты у них антропоморфные, руки, ноги, а голова, там то козы, то коровы, то быка, то еще чего-то. Да. Вот. То есть уничтожается все. Первенец, бехор. Почему удар по первенцам? По какой причине? Почему именно первенцы? Они были наследниками после отца. Вот. Бехор, первенец первородный, прототокос, первородный, рожденный. Это 70 перевод греческий, здесь у нас масоретский текст. Давайте я вам прочту о первенцах и о отношении к ним, и о их положении в этот период у народов, которых мы сейчас с вами изучаем. В древности первенец или первородный сын. Именно в Египте или в других народах тоже? Везде говорим обо всех. Да. Пользовался особенными правами и преимуществами. Ему принадлежала после главы семейства власть над прочими членами семьи и господство над домом и родом. То есть первенец – это прямой наследник. Он получал в наследство двойную часть от имени отца. Соответственно, если два ребенка в семье, то 2/3 получает первенец, оставшуюся 1/3 получает, то есть у него всегда удвоенная, да, доля. У евреев вместе с особенным благословением, а вы помните, у нас было противостояние Исава, да, совершенно верно. Неужели у тебя, Господи, не осталось для меня благословения, говорит он. Ну, все благословение забрал твой младший брат. Да? У евреев вместе с особенным благословением, берахот, переходившим от отца к сыну, он приобретал преимущество быть родоначальником обетованного Мессии. Мы же с вами сейчас глав родов, да, проходим. То есть глава рода – это будущий пращур, праотец избавителя. По закону Моисея все первенцы израильские и все первородное мужского пола и скота должны были быть посвящены Богу, то есть предназначены для цели служения. Ну а как в древнем мире первенцев посвящали Богу? Приносили в жертву. Все очень просто. Просто приносили в жертву. Посвящение первородных должно было бы напоминать израильтянам о спасении и так далее из Египта. Само посвящение состояло в том, что отец каждого первородного должен был в 30-й день заплатить за него жрецу выкуп 5 шекелей или сиклей, служивших знаком освобождения первенца от служения. То есть что придумали? Придумали заместительную жертву. Заместительную жертву. Поэтому приносят агнцев, и кровью агнца замещают первенца, который должен, да. В этом отношении первенцев, что касается всего народа израильского, первенцев заменяли левиты, исполнявшие свои обязанности при храме. Такая замена нужна была, потому что, это понятно, из всех колен они присутствовать в храме не могли, человеческие жертвоприношения тоже, как вы понимаете, тут не могли. Что касается животных, то, конечно, использовались только чистые животные. Мы с вами говорили уже о кашруте, то есть чистое животное – это у кого раздвоено копыто и животное, которое жует жвачку. Это агнцы, козлы, тельцы. Вот они приносятся в жертву. Ослы, кони, верблюды, они жертвы... Нет, свиней вообще не держали. Да. А вот что касается вот этих животных, то они тоже заменялись этими ягнятами. Во времена царей первородный сын царя считался естественным наследником. Это как бы и сейчас у нас, да, практикуется. Посвящение Богу первородного мужского пола в память об избавлении из египетского рабства имело прообразовательное значение. У нас сам Христос как именуется в Писании? Первородный. Только в его отношении это еще и единственный, да, единородный, потому мы так его именуем. И в этом
в символе веры вы каждый раз за богослужением читаете единородного от Отца рожденного прежде всех веков. Шестой стих, пожалуйста. По всему Египту будет стоять такой стон, какого никогда еще никто не слышал и не услышит впредь. Вот цеака – это крик, вопль, исходящий вот, и это не просто так вот поголосить, там кого-то позвать, это из самого нутра то, что исторгается. Кровей, крик, вопль на греческом то же самое. То есть бедствие, ну вы теперь понимаете, кто такие первородные дети, да, всегда близкие, родные для родителей, и кроме всего прочего у них еще социальная на них нагрузка определенная лежит. И вот вы представьте, в одну ночь вся страна, все слои населения вместе со всеми животными лишатся первородного. Ну, конечно, будет такой крик и такой вопль, которого еще никогда не было, потому что, ну, как вы понимаете, никакое бедствие, да, оно не может вот такие масштабы, да, нести, то есть это невозможно. Это вот такой вот разумный, сознательный, да, сознательное действие – это суд. Это суд. И вот почему мы с вами сейчас увидим 7 стих. Но на сынов Израилевых и на их скот даже собака залает не посмеет. Вы увидите, сынами Израилевыми Господь не сделает того, что сделает с египтянами. Ну вот каждый раз, да, каждый раз, чтобы вы не представляли себе, что это какая-то там болезнь, которая вот уносит... Я почему об этом говорю? Человеческий ум так устроен, ну это последствия грехопадения, что и наказание, и благодеяние он с течением времени старается объяснить как угодно, но только вот удаляя Бога как действующее лицо. Но так мы устроены, мы такие. Вот это действительно так, это действительно правда. И то хорошее, что мы получаем, но это мы быстро забываем, это намного быстрее. Но даже то плохое, что происходит, да, мы как суд, как наказание не воспринимаем. Стечение, как мы говорим, обстоятельств, стечение. Если очень плохое, роковое, если не очень, ну, соответственно, не очень. Но человеческий ум Бога как действующее лицо не в своей жизни, не в жизни окружающего мира, он его пытается постоянно вытеснить. Почему? По какой причине? Мы с вами уже говорили об этом. Эгоцентризм. Там, где есть мое «я», нет места Богу. То есть в этом отношении религиозная жизнь, она как выглядит при таком эгоцентризме? Вот как она выглядит? Бог это всегда помощник. Я что-то хочу, он должен сделать. Поэтому у нас за богослужением просительных молитв выше крыши, выше купола. А вот благодарственных, ну, вот, нужно понимать, что эгоцентризм, то есть после грехопадения, мое «я», оно не воспринимает не только Бога, оно и ближнего. Вообще окружение своим. Да. То есть это не имеет значения. В конечном счете человек воюет даже сам собой. А так и происходит. Да? Потому что это не личность, являющая образ Божий и подобие Божие. Нет. После грехопадения это такое самоедство, самоуничтожение. Ну что это, как не самоуничтожение, когда тебя предупреждают, ты умрешь, а ты бежишь и говоришь, я буду бессмертным, да? Вот, и умираешь в конечном счете. Ну а что это? Это самоуничтожение, в прямом смысле этого слова. То есть этот плод в Эдеме, это, простите, ну, цианид, который ты вот зная, предупрежденный, все равно съедаешь. Ну как, это самоубийство. И вот этот фатализм, когда смерть побеждает каждый раз, он вот через всю человеческую историю идет. От начала и до самого конца. Смерть все время побеждает.
И страх смерти гнетет человечество на протяжении всего времени нашего с вами существования. Страх смерти. Это очень важная вещь. Но смерть связана со грехом. Грех породил смерть. И смерть помогает существованию греха. Страх смерти помогает. Поэтому Пасха, мы об этом будем говорить, это разрушение страха перед смертью и разрушение греха в его самой сердцевине. Ад не просто так опустел, а живые ведь тоже были, да, были апостолы, там 70, 12, 5 тысяч, еще какое-то количество. Страх смерти, еще раз повторимся, это то, что с самого момента рождения человека до, собственно говоря, прихода самой смерти гнетет и мотивирует на различные действия. Грех и смерть – это как два сообщающиеся сосуда. Человек боится, совершает преступление, вновь боится еще более и совершает еще большие преступления. И получается такой замкнутый, это банально называть его порочным, но это замкнутый круг, который разрушить сам человек своими силами не смог. Вот. Что значит не оскалится пес? Вот тут у всех сынов Израиля не оскалится пес, то есть не шевельнет даже языком в вашу сторону. Не навострит своего языка, то есть даже не, мы по-русски говорим, не тявкнет, да? Вот, не тявкнет, не зарычит, то есть никакого действия со своей стороны не будет. Вот это имеется в виду. Ни на человека, ни на скот. И что дальше говорит Моисей? Чтобы вы знали, что различает Господь между Мицраимом и израильтянами, да? То есть между египтянами и израильтянами. Между избранным народом и язычниками, между теми, кого избрал Господь, и теми, которые идут по своей природе, мы с вами говорили, они служат идолам, они служат своим страстям, для них в этом отношении ничего не меняется. Речь идет именно об этом. Так, здесь 6, следующий 7 стих. 7 прочитали, до 8. Да, 8, пожалуйста. Твои вельможи, сказал Моисей фараону, придут ко мне, падут ниц и станут умолять, чтобы я ушел от вас вместе с моим народом. И тогда мы от вас уйдем. И Моисей, разгневанный, вышел от фараона. Да, теперь смотри, теперь уже Моисей разгневан. То есть в предыдущей казни у нас фараон гневался и выгонял. Помните последний раз, если я еще раз тебя увижу, вы же помните это, да? Ну вот представьте себе, если руководитель целой империи говорит, если я тебя увижу, раба, вместе с твоим братом в следующий раз. А тут Моисей выходит. Вы знаете, нужно понимать его настрой не только с точки зрения того, что он пророк, какой-то автомат, знаете, вот он выйдет, да, вот автоматически там что-то вам напророчит на будущее и спокойно, со спокойной совестью куда-то удаляется. Отнюдь. Служение пророческое и служение Всевышнему, оно не упраздняет человеческих качеств. Вы понимаете, о чем этот пророк предупредил? Вы как думаете, какие переживания у самого Моисея, который приходит и говорит руководителю целой страны? Умрут все дети. Это ведь о детях идет речь. Первенцы, взрослые, но и... Да? То есть это такое бедствие. И Моисей-то понимает, что причина его ожесточение сердца этих людей. Но как вот он, конечно он сожалеет. Помните, даже Господь во время своего земного служения очень часто говорил: «Доколе я буду с этим родом лукавым, да, и плюс сколько вы будете меня еще искушать?» Но это естественный, да, это совершенно естественный позыв. И вот здесь то же самое. Он уходит, рассердившись, по той причине, что он видит, что страна подошла к пропасти и гибнет из-за того, что, погибнут все эти, с точки зрения обычного представления, они ведь невинны. Что там ведь не первенцы, да, палки в колеса израильтянам вставляют, но погибнут дети.
И, конечно, это обычный человек просто так это перенести никак не может. Ну вот возникает вопрос, простите, а вот помните, там жрецы возникали? А где эти защитники? Ну вот у нас есть такое божество Мим, бог воспроизведения потомства и продолжения рода. А где эти божества? Вот у нас Хекет, мы с вами говорили, богиня в виде лягушки, да, посещающая женщин при родах. Ну вы видите опять вот этот Анх, да, вот он, да, символ жизни. Почему? Потому что рождение, да, таинство жизни происходит. Исида, посмотрите, у нее тоже в руках этот знак жизни. А где эти божества, которым поклонялись в этой цивилизации на протяжении не одного, наверное, тысячелетия, правда же? А где они все? Где жрецы? Где вот эти вот голос совести, да, как бы мы сейчас сказали? О них вообще речи нет. Вы заметили, они уже на протяжении многих казней или наказаний, да, они просто отсутствуют как таковые. Они голоса не открывают, рта своего не открывают. Вот как там сказано, псы, да, ни один пес не тявкнет. А почему жрецы молчат? А все, они безгласны. Им не о чем говорить. Не о чем. Они ничего не могут. Они попросту безгласны. Это дословный перевод того же текста, который вы сейчас услышали, и вот как он вышел, каким образом он вышел. Вот, Хария там в пылу, в ярости, это нос, ноздри. Ну, то есть, что описывается, когда человек, его просто раздирает ярость, то у него, конечно, это все отражается и на лице, да, изменяется цвет лица, ноздри начинают, ну, вот, собственно говоря, тут в одном слове это все и указано. Следующий стих, пожалуйста. Господь сказал Моисею: фараон вас не слушает, это нужно, чтобы еще больше моих чудес было явлено в Египте. Да. Моисей и Аарон сотворили перед фараоном множество чудес, но Господь сделал так, что фараон упорствовал и не отпускал сынов Израиля из Египта. Да, совершенно верно. То есть действие Божие, в данном случае промыслительное действие Божие, оно было именно вот таким. Не просвещал, не удерживал этого человека и его окружение, да, пустил его плыть по течению вслед своих мыслей. Ну и понесло фараона. А чем дальше человек удаляется от Бога, это как вот точно так же, как и в христианстве, мы сейчас говорим. Там, где изобилует, где умножается грех, там изобилует благодать. Почему вот так? Вот чем темнее становится, тем луч света, он ярче. Чем дальше человек уходит от Бога, тем благость, мудрость, любовь Божья, они тем виднее. Поэтому, собственно говоря, и говорится, так нужно, чтобы было больше моих чудес. Что? Явлено. Мы не воспринимаем Бога просто так. Бог себя нам всегда являет. То есть просто так это такое, знаете, ну как и любой другой человек. Если мы с человеком не общаемся, то у нас сохраняется просто память, отпечаток, да? А если мы общаемся, то происходит что? Проявление, да? Общение это же всегда проявление одного человека, другого, ну, коммуникация, да, вот складывается. Вот здесь то же самое. Если Бог это просто отвлеченное понятие и представление, это одно. Если ты с Богом находишься в отношениях человека и Бога, это другое. Но поскольку человек грешен с момента грехопадения, то это отношение как отношение между
как у нас церковное песнопение, как тает воск от лица огня, да? Ну вот так вот, как огонь и воск. Вот такого рода отношения, потому что человек – это постоянно грех. А грех с огнем, они не сочетаются, как воск никак не сочетается с огнем, он плавится и течет. Вот, и здесь то же самое. 12 глава, пожалуйста. Там в Египте Господь сказал Моисею и Аарону: этот месяц для вас должен быть первым из месяцев, первым месяцем года. Скажите общине Израиля, что в 10-й день этого месяца каждая семья должна взять из стада по огню. Спасибо. Значит, в Египте Господь говорит: этот месяц для вас, Гахидеш Хазеляхем Рош Хадашим, глава месяца. Рош – это голова, вершина – это что-то лучшее. Ну, собственно говоря, Новый год они так и называют. Рош Хашана – это голова года. То есть вот что-то такое, ну, где вот заканчивается, да, и начинается. У нас это 31 да, января, тут вот тоже голова. Как бы вот мы всем говорим, желаем что-то лучшее, начинается что-то хорошее, да, и также встречаем Новый год. О чем идет речь? Здесь речь идет о лунном календаре. Я сейчас вам процитирую известного толкователя иудейского Раши, который говорит: указал ему на луну в ее обновлении. Это месяц Нисан, да? И месяц не так воспринимается, как у нас вот с 1 по 31 по солнечному календарю. Да? Мы вот год разбили на 12 месяцев, и там приблизительно по 30 дней в каждом. У них месяц, это, собственно говоря, вот месяц, когда вы видите на небе, вот этот месяц, он и говорит о начале месяца. Соответственно, полная луна – это у нас середина, получается, и затем убывание этого месяца. Очень легко, кстати, определять. Вот. И, соответственно, этот месяц, он имеет в виду, что вот сейчас вот на небе именно вот был месяц, показал на это, и сказал всей общине: говорите всей общине Израиля, в 10-й день этого месяца, то есть вот месяц на небе появился, луна вот это вот появилась, да, как мы говорим, появился, отсчитываешь от этого 10 дней, вот этого месяца, вот сейчас, который, когда я с тобой говорю, да, как он говорит. И вот в этот месяц пусть каждый возьмет по агнцу в отчий дом. По агнцу одному на целый дом. Вот это ягненок или козленок. Ну, мы с вами говорили, верблюдов, да, там ослов не используют ну, тем более никаких поросят не используют в этих ритуалах. Речь идет о что? Становлении праздника Пасхи. Правда же? О чем идет речь? На один дом избирается один ягненок или один козленок. Почему отчий дом? Раши объясняет. На одно семейство это женатые сыновья со своими детьми, которые объединяются с отцом. То есть для нас это вполне понятно, куда съезжаются на праздники. Главный дом. Совершенно верно, в главный, головной, вот в этот рож, то есть где голова, да, вот туда съезжаются, и, соответственно, туда приезжают и взрослые дети со своими, и прочее, прочее. То есть там, где, там авод, слово говорит, ави это не только отец, это и родоначальник рода. Да, и вот туда съезжается весь род и берет, на одно это может быть, конечно, не малое количество людей, да, берет одного козленка или одного ягненка. Это вот интересно. Следующий стих. Если семья так мала, что не съест целого ягненка, то пусть возьмут вместе с ближайшими соседями одного ягненка на всех, рассчитав нужное число людей, исходя из того, сколько людей съест. Вот.
Ну, вроде бы ничего тут такого удивительного. Если мал числом дом, отчий, чтобы быть на Агнца, это буквально, пусть возьмет он и его сосед. То есть речь идет об объединении, да? Близкий. Ну, естественно, ты за трапезу не сядешь с человеком, с которым садиться не хочешь. Поэтому у тебя есть возможность выбрать близкого и с его домом по числу душ. И вот посчитайте, сколько съест, и рассчититесь на Агнца. Вроде бы ничего такого вот с первого взгляда, вот такого, ну, обычная арифметика. Но речь идет об очень домах. Но он может быть малым, но вообще объединиться, представляете, домами, да, и все равно есть маленького ягненка. Вот о чем идет речь. Речь идет не о еде и не о насыщении брюшка, да? Речь идет о сакральном ритуале. Почему ягненок и весь съедается, да? Но какой бы ни был большой дом, вот какое количество людей причащается в храме? А что там выносится? Небольшая чаша. Что там выносится? Там ничего не выносится, там что-то вот такое. Речь идет не то есть не о животе человеческом. В общении с Богом, ну, я не знаю, вот мы с отцом Дорофеем говорили по этому поводу, он говорит, что да, вот древние ритуалы, они не предполагали там ни особого винопития, я имею в виду наши этнические, да, ни особого винопития, ни использования каких-то таких деликатесов, которые сегодня накрывают столы. Поэтому, когда вот вы видите вот эту реконструкцию, да, по записанным материалам, вот при выездах там в Ануху, в Цабал, еще куда-то, да, когда он это реконструирует, он пытается как раз таки это и показать. Что дело не в том, чтобы всякой снетью навалить стол, вот там потанцевать, попрыгать и все это назвать традиционным молением. Отнюдь. То есть вот патриархальный подход, он в чем заключался? Он заключался в том, что это ритуал, он сакральный. Кушаешь ты дома, веселишься ты дома. А вот в местах сакральных, там, где ты предстоишь Всевышнему, ну ты везде ему предстоишь, но там, где же особо это осознаешь, не может быть никакого бесчинства. И, соответственно, ты совершенно по-особенному и вкушаешь трапезу, и пьешь, если это какие-то напитки. И это не может быть, знаете, вот это вот тризна, подобное язычески. Египтяне, да. Древние народы этого периода, да, там, извините меня, когда гекатомба в 100 голов коров приносится в жертву Зевсу, вы знаете, там такая тризна потрясающая. Вот. Здесь ничего подобного нет. Как бы ни было, каким бы ни было большим семейство, как, если оно маленькое, понятно, можно объединиться. Но каким бы оно ни было большим, здесь же не сказано 2 ягнят берите, 3, 5 и исчисляйте. Ничего подобного. Каким бы ни было большим семейство, берется 1 ягненок и съедается полностью. Вот в чем заключается аскеза. Плоть, она должна быть в руках. Человек должен держать себя в руках. Если он дает свободу своей плоти, ну тогда уже получается Египет. А Господь разделяет Мицраим от Египта. И поэтому дает именно такие указания. Так, а теперь здесь у нас стоит агнец. Агнец, да? А что это за агнец? Кто это такой у нас? Почему агнец? Козленок, ягненок же сказал. Да, вот прообразовательное его значение. Мы с вами христиане, мы с вами все-таки не 3000 лет назад живем. Прообраз. Мы же говорим о Ветхозаветном. Конечно, мы же говорим с вами о Ветхозаветном. Совершенно верно. Если мы с вами говорим о Ветхозаветной Пасхе, то у нас сразу, конечно,
в голове, ну, не просто крашеные яйца и куличи должны быть, да, а жертва, речь идет о жертве. Но То есть, Авраам же Исаака приносил. совершенно верно. Прообраз и человеческих жертвоприношений. Сейчас, кстати, у нас вот у мусульман тоже закончился праздник, да, но тоже же байрам, то есть тоже жертвоприношение. Это не имеет значения, где, как и при каких обстоятельствах. Речь идет о чем? Мы с вами об этом не раз говорили. Почему люди приносят жертвы? Всякий человек понимает, что он грешник. Его мучают, да, муки совести. Это достаточно серьезная вещь, да? Она не забывается и не уходит. Вот так не бывает. Никуда не уходит. Она остается вместе с человеком. И, соответственно, понимая, что за каждое преступление человек будет, да, преступление и наказание, человек приносит заместительную жертву. То есть, что он делает? Он кого-нибудь режет, и наказание падает на голову этого животного. Вот это в этом и заключается. Мы с вами не раз уже Каин и Авель. Вы помните, Авель что принес в жертву? Да. И мы с вами говорили, почему, согласно преданию, да, вот одна жертва была принята, а другая нет. Почему? Потому что все сожжения животного, полное уничтожение того, да, что говорит о понимании степени греха. Так не будет потом, когда Моисей закон даст и будет храм построен. Чем больше ты нагрешил, натворил, напортачил, тем более, вот с точки зрения вот этого действия огня, жертва, да, то есть все сожжения, это за какие-то очень такие серьезные преступления, аналогов которым нет. Что значит все сожжения? Все сжигается. Часть сжигается за какие-то там по мере, и вот так по мере уменьшения степени этого греха, там какая-то часть остается от животного, остальное съедается. Чем сильнее грех, тем, соответственно, прямо пропорционально и полностью сжигается. Почему? Потому что Бог есть огонь поедающий. Да? Закон требует наказания. Всегда. Вот. Здесь идет речь об этом. Но агнец — это образ Христа. Вот послание Коринфянам. Ведь я от самого Господа, Павел пишет, принял и вам передал, что Господь Иисус в эту ночь, когда Он был предан, взял хлеб, поблагодарив за него, разломил и сказал: это мое тело, даваемое за вас. Давайте слушаемся в эти слова. То есть в данном случае заместительной жертвой является сам Господь. Да, Он есть, там есть, да. Это мое тело, которое отдается, что значит за вас, вместо всех вас, вместо всех нас. Искупление. Совершенно верно. Делайте это в воспоминание обо мне. О чем нужно вспоминать? О том, что это заместительное за меня. Ну и за всех остальных, кто молится. Далее. Также поступил с чашей после ужина. А это ведь все ветхозаветная Пасха была. Они же Пасху ветхозаветную. Сказал: это чаша Новый Завет. Какой Старый Завет? Старый Завет — это вот этот вот закон, который дается. И что Господь говорит? Будешь следовать закону, будешь жить. Не будешь следовать закону, истреблю тебя с лица земли. Да? Все очень просто. Но история израильского народа нам что показывает? Как, собственно говоря, любого Они другого. во грехе не остались. Человек, имея закон, друзья мои, вот, его можно писать бесконечно. Вот, как эти поправки в Конституцию можно бесконечно принимать. Писать закон можно бесконечно. Следовать ему. Вот это камень преткновения. Человек знает о грехе, но все равно его совершает. И поэтому Господь, мы понимаем, что уже все, уже последние времена, никто никакие законы уже не исправляет, не исполняет, да, и исполнить не может. Он говорит: это чаша Новый Завет с вами. Новый. Старый уже был. Вы его не выполнили. Господь был им уверен, а люди нет. Люди знали закон, но не выполняли его.
И вот он дает новое. Там, помните, Авраам становится между рассеченными этими животными, огонь сходит с неба и заключается союз. Здесь они сидят, возлежат на трапезе, и он дает им чашу, обычную чашу с вином, и говорит: это чаша Новый Завет, скрепленный моей кровью. Там была кровь, вспомните, тельцов. Здесь скрепленный моей кровью. Все, о тельцах, агнцах, прообразах уже речи нет. Делайте это каждый раз, когда пьете в память обо мне. Кровь за человеческие грехи пролилась раз и навсегда. Делайте, вспоминайте, помните. Мы зачем эти воскресные литургии-то сделали? Почему вот эти вот 7 дней? Это же циклы. Это календарный цикл. Он призван постоянно что делать? Напоминать. Напоминать. Поэтому у нас воскресенье, литургия, ну праздники, это понятно, да? Почему? Это цикл для чего существует? Чтобы напоминать. Потому что свойство человеческого сознания – забвение. Мы с легкостью забываем все, что нужно, вот, но то, что не нужно, чаще помним. Далее, потому что каждый раз, когда вы едите этот хлеб, ну вы понимаете, о чем речь идет, и пьете из этой чаши, вы понимаете, о какой чаше речь идет, вы свидетельствуете о смерти Господа. А что мы в смерти Господа получаем? Мы как на Пасху поем? Смертью смерть поправил, упразднил. То есть свобода человека в его смерти. Ну как с этим агнцем, да? Агнца я закаляю, грехи с меня сходят. Но это был прообраз, грехи так и не сошли. А здесь нет, здесь вот сам Господь. Далее. Таким образом, кто ест или хлеб, или пьет из чаши Господней, обратите внимание, я тут подчеркну, не придавая этому должного значения, тот грешит против тела и крови Господа. Далее он опять подчеркивает, человек должен проверять себя прежде, чем есть хлеб и пить из чаши. Потому что каждый, кто ест или пьет, не сознавая значение тела Господа, посмотрите все время, значение. А в чем значение? Что мы искуплены от греха. Искупление. Да. А вот что в человеке? Тот пьет в осуждении себе, говорит он. Потому что среди вас, потому-то, говорит он, среди вас так много физически слабых и больных. А многие даже умерли. Но если бы мы проверяли самих себя, то избежали бы осуждения. Но когда нас судит Господь, мы подвергаемся наказанию. Это мы даже, вот сейчас по исходу. Чтобы нам не быть осужденными вместе с остальным миром. Итак, братья, когда вы собираетесь есть вместе, не спешите. Вот смотрите, это та самая агапа, о которой мы с вами говорили, трапеза любви. Не спешите, ждите друг друга. То есть это сакральная трапеза, она, если кто голоден, что тут уж говорить, пусть лучше дома поест. Вот, пожалуйста. Чтобы ваши общие собрания не были вам в осуждении. Если вы голодны, ешьте дома, для этого не нужно приходить. А теперь о чем идет речь? Почему он все время говорит об осуждении, о значении и о собственной проверке? Вот это вот постоянное сопряжение. Что такое быть достойным причастия, достойным подойти к чаше? Ну, осознавать смысл вообще. Что да, вот в чем это все, Марк? Да, что за это Христос за тебя раскрыл, за тебя пролил кровь. Давайте вот самый простой вопрос. Сами себе зададим. Можно ли к чаше подойти достойно? Нет, не получается. Спасибо, Марк. Я после прошлой лекции беседы думал, что уже никогда этого не услышу, но спасибо, Марк. Это елейного душу. Это
Это да, да. Совершенно Это да. верно, друзья мои. Вот об этом здесь, собственно говоря, апостол Павел и говорит. Вы понимаете, вспомните вот того фарисея, мы с вами перед постом великим эту неделю о мытаре и фарисее проходим. Вспомните, что говорит Господь: бойтесь фарисейской закваски. Вот она в чем заключается? Вот ритуал, да, тут положить козленка, здесь правильно расставить, тут правильно положить нож, тут правильно положить, тут правильно его поднять, тут правильно его опустить, тут правильно его съесть. Вот когда я это все правильно сделаю, все, я праведник. Я чист. Понимаете, я праведник, я все сделал правильно. Вот он предупреждает, что когда вы подходите к чаше, когда вы подходите к хлебу, не ведите себя так, как вы в Иерусалимском храме себя вели, когда вот эти вот толпы баранов туда сгоняли, когда вот елеи приносили в жертву, хлеб приносили, муку приносили в жертву, ну там много чего приносили в жертву. Вот это чувство, чтобы у вас здесь не присутствовало, вы никогда не будете достойны пролитой крови Господа. Потому что если бы вы были ее достойны, ее и проливать в каких-то случаях не надо было. Нужно было бы человеку с собой пожертвовать, и на этом бы все, спасение бы пришло. Вы никогда, говорит он, не будете достойны. Никогда. Вы же молитвы перед причастием читаете? Где там говорится о человеческом достоинстве? Грешен, 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 да? Постоянно идет перечисление. Не сделал то, это, не сделал там, согрешил тут, грешен я перед тобой никто. Вот, собственно говоря, для чего они даются перед? Да? А когда священник с чашей выходит, не в суд или в осуждение, да? Но как исповедую тебя? Как разбойник. А как разбойник исповедовал на кресте? Да, я знаю свой грех, и я недостоин. Вот, понимаете, в миру все наоборот. В миру, если ты вот этот вот знаменитый жест Тарзана не изобразишь, ты ничего не добьешься. Тут вот все. Почему мы и говорим, Иоанн Креститель, почему, когда призывает и показывает на Христа, он говорит: покайтесь, ибо приблизилось царство. А что такое покаяние? Мы с вами говорим, метания – это изменение сознания. То есть, если вы привыкли при помощи собственного эгоизма, непомерно раздутого обществом, родными и близкими, во время воспитания, во время обучения, не имеет значения где и как. Вот привыкли брать напором гордыни, то вот для того, чтобы к Царству Божьему подойти, нужно изменить сознание. Нужно покаяться. То есть нужно понять, что это здесь бессмысленно. Оно не работает, и оно ничего не даст. С рогами гордыни в ворота рая не войдешь. Рога мешают. Вот как бы ты ни пытался, они ветвистые. Они не дают тебе возможности войти. Почему? Потому что узкие, да, врата ведут к спасению. Узкие, широкие куда ведут? В погибель. Почему широкие? Потому что там рога не мешают, ни рога, ни копыта, ни хвост, ничего не мешает. Иди себе, пожалуйста. Когда входишь в узкие врата, гордыня – это то, что ты привык. Ты привык, ты так от юности своей. Почему мы об этом и поем? От юности моей я, да, что со мной страсти делают? Разгребают нас. Вот. Почему это происходит? Потому что вот там, с Эдема, все это движется. И без Бога. Вот если с Богом, тогда нужно покаяние. То есть изменение сознания. Вот изменение сознания, оно о чем говорит? Оно говорит о том, что не я вхожу, а меня туда. Помните, да? Царь, который накрыл, вот образ Царствия Небесного. Один царь накрыл стол. Там в этом случае он женился, все другое. Не имеет значения, трапеза большая, огромная, да? Накрывает стол, он что говорит? Позовите всех. То есть не я туда вхожу, а меня приглашают. А потом посмотрите, приглашают почему? Потому что я родственник.
Потому что у меня есть достоинство, потому что я занимаю определенное положение. Нет, посмотрите, что говорит царь. Пойди вот туда по всем этим перекресткам, всех слепых, хромых, глухих, нищих, всех, кого есть, всех веди сюда. А почему слепых, хромых, глухих? Кто эти слепые, хромые, глухие, изувеченные, искалеченные? Кто это? Это мы. Нет никакого достоинства садиться с Богом за трапезу человека. Нет. Не знаю. Вот это и есть метания. Метанус – изменение ума. Когда человек подходит к чаше, когда человек молится, когда человек воспоминает, тогда человек и преображается. А не так, чтобы человек преобразился и достиг Царства Небесного. Отнюдь. Соответственно, к чаше подходят грешники. Это надо запомнить. К чаше подходят грешники. Если к чаше подходят праведники, тогда, вот как фарисей, вот он и говорит, потому среди вас так много слабых, и многие умерли. То есть вы страдаете. Что происходит? Не происходит освящения. Как Игнатий, да, Нечинов говорил, тебя причащают на земле, но на небе ты не причастился. А что? Выпил ты это вино, съел ты этот хлеб и осудил себя. А почему человек себя осуждает? Вот он говорит, не сознавая значение тела Христа. Почему человек себя осуждает? Потому что он себя и выносит вперед. Он себя представляет в качестве приношения. А приношение – это Господь. Это Он себя принес в жертву. И вот тут вступает с самого начала по самый конец действие вот тот товарищ, который еще в Эдемском саду работал. Как вы помните, да? У него какая была деятельность? Искушал. От Бога как увести? Вот эту самую гордыню нужно в человеке что сделать? Воспламенить. Вот он в Адаме и Еве это очень хорошо получилось. Прекрасно получилось. Вы станете бессмертными. Как боги, но без Бога. Там надо что-то съесть, туда куда-то залезть, что-то надо сделать. Поработать надо, и попадете в рай. Еще чуть-чуть, и в рай. И вот так эта белка в колесе все эти тысячелетия скачет, все рая ищет. Цивилизацию построил, чего только не сделал. Ну это я о человеке говорю, да? А рая так никто и не достиг. Почему? Потому что вся цивилизация, мы с вами говорили уже, Бавель, да, Вавилонская башня. А дьявол, он что? Он же другое название сатаны, шепотник, клеветник, да, он все равно нашепчивает. Вот еще чуть-чуть, вот еще, вот это почему у него не получилось? Потому что вот это, и он постоянно обвиняет. Постоянно обвиняет. Дело дьявола – это обвинять. Дело дьявола – расширять пространство мнительности. Об этом Паисий Святогорец очень хорошо говорит. Он говорит, сегодняшняя проблема монашества – это мнительность, самый главный грех монашества. Вот вроде бы все делают и смиряются, и все. Мнительность. А вот может я еще, а вот еще что-то не знаю, а вот тут у меня укоряет, там укоряет, здесь укоряет. Кто тебя все время укоряет? Кто тебя все время изнутри гложет? Кто это? Кто тебе все время шепчет? Товарищ. Совершенно верно. Шепотник, он так слово и переводится на русский язык, да? Клеветник, шепотник. Вот он с тобой и беседует. И вместо того, чтобы беседовать с Богом, мы ведем беседу с кем? Все как в Эдеме. Ничего не изменилось за тысячелетия. Мы продолжаем беседовать с кем? С ним, с товарищем. Вот от этого нужно уходить, потому что агнец уже принесен в жертву. Все, другой жертвы не будет, все. Это, понимаете, вот, ну как объяснить? Вот человек, ну, предположим, Марк, остановимся на вас, да, вот осуждены вы за преступление, да? За какое? Неважно, одна из 10 заповедей. Осудили вас, я имею в виду общество, привели вас на суд. А судья возьми да и скажи, а правда,
стукнул, а правда. Я правда- Все возмущаются. Как это так? Он преступник. Судья сказала правда. Выходит Марк. И вот тут понимаете, что происходит? Понимаете, да? Вот распятие произошло, воскресение произошло, оправдание дано. А что-то там внутри свербит. Вот где начинается поле аскезы. Вот для чего нам нужны посты, бдения, молитвы. Они нужны не для того, чтобы повторить подвиг Христа и второй раз там на Голгофе что-то там из себя, там себя распять, там еще что-то. Нет, нет, нет. А дьявол-то он продолжает работать. Он же хочет сеять как пшеницу, да? И вот ему что нужно сделать? Ему нужно, во-первых, отвлечь от Господа. Да, его цель это. Да, отвлечь, потому что если ты смотришь на судью, который тебя оправдал, ты радуешься. Что ты еще делаешь? Ты радуешься, все, ты свободен. Ну или на вердикт о твоем оправдании. Пожалуйста, смотри, радуйся. Нет, а вот что-то у меня там вот там еще что-то там вот все, вот, а мне кажется, а вы знаете, а я вот подумал, вот что-то там мне еще не домолился, не то сказал, там не так чихнул, здесь не то сел, там не на то плюнул и так далее. И вот опять этот клубок, он закрутился, закружился, а у него есть такое свойство. Если ты от Господа отвернулся, то ты катишься по наклонной. Да. Был такой митрополит ленинградский Иоанн Снычев. Вот я помню его проповедь, он говорил так: духовная жизнь, он говорит, это как в реке грести. Да? Там не получается весла отпустить и сказать, ну все, теперь как-то можно. Течением тебя сразу сносит. Да? Или как Льюис Кэрролл, помните, это в Алисе, по-моему, в «Стране чудес», говорит, ну что ты, говорит, Алиса, для того, чтобы остаться на месте, нужно, знаешь, как бежать, а чтобы куда-то продвинуться, это вообще, это на самом деле так. Это на самом деле так. Здесь не просто дело в математике или психологии, здесь на самом деле такая связь вещей причинно-следственная. Работа дьявола – это говорить о твоих делах, о твоей праведности, о твоем эго, ну то есть воспламенять гордыню. И самое главное, забирать взгляд от Господа. Ты не должен на него смотреть. Не дай Бог ты вспомнишь, что агнец уже принесен в жертву. Даже возникнут вопросы. Вот. Поэтому многие из нас умудряются даже в храме об этом забывать. Даже перед чашей мы об этом забываем. Об этом предупреждает Павел. Должное значение воспринимайте. Себя проверяйте, самих себя. Не ставите ли вы себя, как эти древние богоборцы, да, в Вавилоне, на место Бога? А как это? Не то, что там я все могу, это не как в древности, нет. Сейчас вот как-то, вот это моя праведность, это вот и самоуспокоение какое-то, оно ведь не задержится. Правила духовной жизни нам говорят, что никакой самоправедности быть не может. Человек, который постоянно, так вот, вообще, как это сейчас модно говорить, аутотренинга себя настраивает, он роет себе могилу. Вот каждое самовнушение – это лишнее, это штык лопаты вот, в твоей, да, вот, и в конечном счете ты туда провалишься. Потому что себя копать некуда, ты творение. Ты творение, ты ограниченное существо. Так, теперь что касается слова Пасхи. Мы сейчас на каком? На 8 стихе остановились? Да. Нет. 12 глава, 5 стих. 5 стих. Следующий, пожалуйста. И ягненок должен быть бестелесного изъяна, годовалый, мужского пола. Вместо ягненка можно взять козленка. Да, совершенно верно, потому что это взаимозаменяемо. Далее. Дождитесь 14 дня этого месяца, и с наступлением
Так должны сделать все, кто принадлежит к общине Израиля. Спасибо. Так, теперь что касается слова Пасхи. А что это за Пасха у них? Пасха на греческом Пасха, на иврите Песах, миновал, прошел мимо. Кто прошел мимо? Смерть, ангел смерти. Когда будут убивать первенцев, помажьте косяки кровью, да? Ангел будет пролетать. Да, почему? Потому что вот пройдет он мимо, увидев кровь. Это знак заместительной жертвы, что она уже принесена. Ну, каждый четверг на Пасху, что мы делаем, это тоже как Что вы делали на Пасху? Не на Пасху, а в четверг, когда после 12 Евангелий да, мы идем. есть Мы такая делаем. традиция. Это да, в местная. честь памяти в Египте. Есть такая традиция. традиция. То есть о чем идет речь? Пасха – это прохождение смерти мимо. Да. Ангел смерти – это кто? Это посланник Божий, это Бог, да, который судит по закону. По закону должны умереть. Но если совершена жертва, то смерть проходит мимо. Видя что? Видя знак. На косяке видя знак. Теперь, когда совершается вот эта Пасха, то объединиться нужно с кем? Шахет обитатель, житель, сосед или соседка. Да? Гу, шхинов, гактов. И коров это близкие, ближние, близко находящиеся. Это с кем нужно объединяться во время. Что это за объединение? Когда едят Пасху. Если Пасха новозаветная, это прообраз, ветхозаветная, это прообраз новозаветный, то объединение людей вместе. Друзья мои, когда вы все вместе подходите к чаше, это церковь. Вы все есть церковь. Да, церковь. Вот. Это объединение близкие, ближние. То есть там в Ветхом Завете, вот, коров, да, а в Ветхом Завете близкий это кто? Родственник. Ну, понятное дело, кто близкий? Сосед. Ну, кто есть ближе соседа, да? Вот кто ближний. А Господь что говорит? Кто близкий, Марк? Ближний, кто оказавший милость. Это если по... Это между ближним. Время идет. Сейчас мы тебе скажем. Да. Вот близкий человеку, исходя из этого притчи о милосердном самарянине, да. Это кто? Оказавший милость, помощь, рядом с тобой. И так же, как Господь. А по этническому определению, по религиозному он оказался? Христианин. Нет. Нет. Для иудеев. Для иудеев это... Ну, кто такие самаряне? Помните, вам Они с ними не сообщались, иудеи и самаряне. То есть самаряне это которые неправильно говорят, Да. они говорят они же смешались с язычниками, у них речь не иудейская, не иврит, верят неправильно, у них свой храм, Да. и их презирают так, что с ними не общаются. Общается вообще, да. И вот Господь, потомок Давида, из колена Иуды, да, он рассказывает им притчу и задает вопрос, кто там ближний, когда священник прошел мимо, Левит пришел. то есть из колена Левия, или Левит прошел мимо, кто же ближний? Ну, кто-то, который милость оказал, ближний, вот так и сказал. Ну, да. То есть милосердие елей, который он возливал, да, когда раны мыл, и вино, которое он возливал, да, они не были никак связаны с чем? С его религиозными представлениями и с этническими представлениями. Абсолютно, да. Вот попытайтесь так для себя представить, кто может быть для нас самарянином в Абхазии, в Новом Афоне. Ну, вот где мы живем, неважно, в Даутах, в Сухуми, в горах, там, Качале, не имеет значения где. Кто из рядом стоящих может оказаться самарянином в нашем представлении? Ну, все те, которые не говорят. Кого мы воспринимаем как не общий по вере, они не православные, что вы не понимаете, не общий с этническим, что с ними имели, они не понимают нас.
Да, и так далее, и так далее. Другие, может, Эти барьеры, они остаются. остаются. Они, что 2000 лет назад, что через 2000 лет, они никуда не деваются. Эти барьеры остаются в человеке. Это такое его бытовое такое проявление. Да? Вот. И далее. Когда он рассказывает об этом, он говорит о заповеди. О какой заповеди? Кого надо любить? Любить надо ближнего. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Кто этот ближний в Ветхом Завете? Тот, Сосед и родственник, что тут непонятно. И в одном храме, где мы вот молимся, да? А кто такой ближний теперь с точки зрения Христа? Как Господь на это смотрит? он сказал. И вот смотрите, вторая подобная ей заповедь, то есть, да, кроме возлюби Бога. Агаписис, будешь любить кого? Топлесил. Ближнего, как тебя самого. Опять у нас этот глагол агапао, да? А это что? Ставить выше, предпочитать, воздавать почести. Вот что удивительно, да? С точки зрения Господа, никак не связанные индивиды друг с другом, они должны друг друга, простите, но даже ставить выше. Вот такая заповедь христианская. Потому что он правильно говорит, если вы любите тех, кто вас любит, что вы делаете особенного? Если вы почитаете тех, кто вас почитает, так поступают и язычники. Если вы помогаете тем, кто вам помогает, да? То есть вот эти рыночные отношения «я тебе, ты мне», они и у язычников есть. Ничего тут, они есть во всем мире, ничего особенного здесь нет. А вот полюбить кого? Врага, ненавидящего тебя. Не просто там это самое, прости его, знаете, как высокопафосно. Нет, а вот поставь выше себя. Вот она заповедь, вот как выглядит христианство на самом деле. И дальше здесь говорится, что агнец должен быть без порока, да? Это 5 стих, да? Без телесного изъяна. Ну вот буквально так. Агнец без порока, самец по первому году, будет он у вас из овец или из коз, берите его. Тамим без порока, полный, целый. Второе его значение, совершенный, непорочный. То есть животное должно быть таким. А вот третье, что ну никак не отнесешь, конечно, к животным, к ягненкам. Он должен быть искренний и чистосердечный. Но вы понимаете, что образы, символы, знаки, здесь идет вот это вот чередование их. То есть, конечно, ягненок должен быть полный цел, у него там, ну вы знаете, мы прежде всего режем тех, где у кого что-то сломалось, из него ничего не вырастет. Принцип «на тебе, Боже, что мне не Боже» здесь не работает. Не работает. Здесь нельзя как бы вот приносить Всевышнему что-то там вот. Почему? Потому что ведь это символ Христа. Да? Искренний и чистосердечный у нас Христос, не ягненок. Потому и изображают на фресках с древнейших времен агнца, посмотрите как. Где-то с середины первого тысячелетия уже на соборах запрещают изображать символически, но все равно, кто на эти запреты смотрит, вот вы даже можете зайти в наш храм, вы увидите там на росписях большое количество ягнят, правда же? Да. Все то же самое. Все то же самое в нашем храме, да? Ну, символические изображения были запрещены в связи с тем, что исторический реализм требовался, исторически стали изображать. Но тем не менее, агнец это и есть Христос, поэтому он изображается с чем? С крестом, со знаком победы. И посмотрите, здесь уже как бы все изображено, и чаша, и кровь, ну тут все, тут правда, даже ничего и не нужно объяснять, да? Вот такие символические изображения на фресках потому и присутствуют, что искренние и чистые это не просто животное. И речь идет даже вообще не о животном. А эта картина вам должна быть известна. Народу Христос сюда приходит. Да, вы должны вот помнить
Иоанн на следующий день увидел идущего Иисуса и сказал: вот Божий ягненок, который заберет грех мира. Это о нем я говорил: тот, кто идет за мной, выше меня, потому что он существовал до меня. Это Иванов, да, вот о явлении Христа народу, да, знаменито. Вот он эти слова и произносит, на Иордан. показывая людям, Крещение, да. что вот он, агнец, Да. берущий на себя. Грех мира. Они-то к нему приходили что делать? Кому? Иоанну? Да. Покаяние, крещение. Крещение, то есть погружение. Крещение это баптисма, погружение, покаяние в эту воду, да? Очищение в этой воде. Но Иоанн говорит, это только подготовка для того, чтобы покаяние, для чего мы с вами уже говорили, для того, чтобы вы приняли. А вот тот, Да. кто возьмет все ваши грехи, которые вы исповедуете. Эро это видит амнос, агнца, да? Эрон берущего, амартия, что грех, преступление. Вот что он, буквально, что он делает? Он поднимает, подбирает, удаляет, уносит, забирает, снимает, несет, берет что? Наши грехи, прегрешения, преступления, провинности, проступки и греховности. Понимаете, когда вам вот в церковной жизни вот возникают все эти внутренние переживания на тему согрешил, согрешила, преступление совершил, вот провинность какую-то, проступок и еще что-то, и еще что-то. Это говорит не Бог. Мнительность – это главный порок современности. Он не только у монахов. Почему он хранится до 14 дня? Он берется в 10-й день, 10-й, и начиная с 10-го до 14, ну получается 5 дней, да, если включать 10-й, до 14, вот 5 дней он держится как бы в семье, и за этот период можно увидеть, ну, если при покупке или при отбирании стада, да, можно не заметить какой-то порок, да, то вот в течение 4 дней можно увидеть, может быть, у него там с шерстью проблемы, может, у него с глазами проблемы, может, он там сам погибнет через какое-то время, да, вот в течение этих 5 дней за ним в семье наблюдают, есть ли в нем пороки или нет. И затем совершается вот эта вечеря. Шестой стих. Еще раз, пожалуйста. Дождитесь 14-го дня этого месяца, и с наступлением сумерек зарежьте ягненка. Так должны сделать все, кто принадлежит к общине Израиля. Да. Вот буквально как это звучит. И заколет его все собрание общины в межвечерье. Эрев это вечер, да? Эрев тов, добрый вечер. Вот. Межвечерье. Мы опять берем вот сейчас принципиально не христианских писателей, опять берем иудейского комментатора Раши. Вот он пишет. Время 6 часа, считая от рассвета и далее, называется межвечерьем. То есть вот этот эрев, это время 6 часа, пишет Раши. Вечерние сумерки, когда солнце клонится, где оно заходит вечером, и мне кажется, говорит он, что межвечерье означает пору между дневным вечерним, то есть пока солнце есть, и ночным. Почему вообще мы на это вот так, вот такое пристальное внимание? Здесь же обращаем, здесь же речь идет о символах. Вот смотрите, межвечерье, когда вы должны эту Пасху совершать, да, вот это межвечерье, это после 6 часа. От 6 часа и к полуночи, правда? Время, да? Давайте вот прочтем с вами Евангелие от Иоанна. Когда Пилат это услышал, он вывел Иисуса,
сел в судейское кресло на месте, называемое Каменный помост на еврейском Габата. Была пятница перед Пасхой. Совершенно верно. 1:06. Иоанн Богослов же не просто так это время описывает. То есть суд начинается после 6, соответственно, заклание Господа, его распятие. Оно же заклание на Пасху, оно как раз и происходит в это самое время, после 6 часов. Это и есть вот это вот. Это по-нашему 3 часа. Вот это и есть межвечерье. Да? И смотрите дальше. Вот ваш царь, сказал Пилат иудеям, они закричали: вон, распни его, распять царя, у нас нет царя. И Пилат отдал им Иисуса на распятие. Они взяли, повели. То есть все эти действия происходят после 6 часов, когда следовало есть Пасху. Агнец ветхозаветный закалывался в то самое время, когда был распят Господь Иисус Христос. Следующий стих, 7. Пусть возьмут его кровь и помажут ею оба дверных косяка и притолоку в тех домах, где будут есть его. Да. Пусть возьмут его кровь и помажут косяки. Как здесь говорится? Оба дверных косяка и притолоку. Вот о чем идет речь. Возьмут от крови и возложат на 2 косяка. Косяки, вы представляете, что это такое, да? Притолока – это верхний брус, о котором дверь фиксируется, закрывается. Ну, то есть вот, да, это то, что мы называем обычной коробкой. 2 косяка и брус. Когда берется эта кровь агнца и помазывается, гибнут все египетские или мицраимские первенцы, остаются все еврейские. И как говорит Писание, даже собака не тявкнет, да? Ни на евреев, ни на и даже их скот, даже их животных. Ну, как это произошло в наше время, я думаю, вы понимаете. Вот обратите внимание. Так это делалось в Египте, да, вот ты мажешь. Так это было сделано в наше время, 2000 лет назад. То есть реализация этого символа, ангел пагубы прошел мимо. Должны были погибнуть первенцы, но увидев знак, ангел прошел мимо, смерть прошла мимо. Что мы на Пасху поем? Смерть, где твое? Грех, где твое жало? Смерть, где твоя сила? А где? А где? Мы поем: Христос воскрес из мертвых. И радуются люди. Аминь. Вот этот знак. Вот о чем идет речь. Речь идет не просто о том, чтобы там мазать косяки кровью по сей день, и тем самым там от каких-то там проклятий себя избавлять. Речь идет о том, что это прообразовательное значение. Вот она, поперечная балка, а вот у вас 2. Речь о кресте идет. Не больше и не меньше того. Речь идет о кресте, который мы называем животворящим. Мы же не дереву поклоняемся или перекладинам, да? Мы о чем говорим? Мы говорим о подвиге Господа. Потому что Его смерть – это для нас жизнь. Когда Петр ему перед Иерусалимом говорит: ты не пойдешь туда, он ему что говорит? Уйди от меня, сатана. Если я чашу страдания не испью, то вы, соответственно, в Царство Божие не попадете. Нужна заместительная жертва. Вот она. В прямом смысле слова агнец Божий. Разница между этими событиями тоже приблизительно около 2000 лет. Почти как вот у нас сейчас. Плюс-минус. Дальше прочтите. Мясо должно быть съедено в ту же ночь. Есть его нужно поджаренным на огне с пресным хлебом и горькими травами. Спасибо. Спасибо.
Тут стоит слово мерор, горькие травы или горечь. Мясо едят в ту ночь испеченным на огне, и пресные хлебы с горькими травами. Почему пресные хлебы, это как бы понятно. Закваска, вы все знаете, что такое. Да? Что пресный хлеб – это стерильная вещь, там ничего нет. А закваска фарисейская, если капнет, чуть-чуть капнет, она так все тесто изменит, то есть нас с вами, что мы с Господом уже ничего общего иметь не будем. Но вот интересно, почему испеченным на огне, испеченным, не сваренным, не что-то еще, испеченным, ну, горечь это понятно, горечь это горечь греха. Послевкусие греха всегда горькое, то есть сам грех представляется сладким, как плод на дереве, а послевкусие греха, оно всегда горькое, оно другим не бывает. Следующий стих. Не ешьте это мясо сырым или вареным, и огненок должен быть зажаренным на огне, с головой, ногами и потрохами. Вот что интересно, не ешьте его недопеченного и сваренного в воде, но только испеченного на огне, его голова с ногами, внутренностями. Вот мы опять возвращаемся к этой фразе из Писания. Бог, да, апостол Павел пишет к ним, которые эти жертвы совершали, к евреям. Бог есть огонь поедающий. Катаналиско, уничтожающий, истребляющий. А что он уничтожает и истребляет? Грех. Речь же идет о заместительной жертве. Грех должен уничтожить. Какая у нас вера? Вот об этом речь. Здесь идет речь об этом. Огню предают животных за совершенные грехи в большей степени. Значит, он должен полностью сгореть. Огонь должен проникнуть повсюду. Огонь грех уничтожает. Мы говорим о Христе, который взял на себя все наши грехи. Сознание с этим борется. Так, чтобы мы это сейчас восприняли, такого не будет. Это понятно. Это человек, благодать и любовь Божию человек воспринимает всю свою жизнь. Но то, что сделано Господом, это уничтожение всякого греха, всякого преступления. Если мы верим во Христа, смотря внутрь себя, рассуждая, как говорит апостол Павел, если мы верим, что Он взял все наши грехи, тогда этот огонь пропекает агнца, да? Пропекает его. Оно пропеченное. Если мы верим, что, ну да, он там что-то сделал, но вот мы здесь должны доделать. Мы ведь не просто так об этом говорим. Ну, Господь, конечно, все знает, но вот что-то Он... И мы начинаем... Что мы начинаем делать? Мы начинаем мудрить. Мы начинаем заниматься в церкви от себятины. Да? Вот почему у нас проблемы-то в церкви? У нас проблемы в церкви не потому, что благодать или Святой Дух не действует. У нас проблема в том, что мы действуем. Вот если мы в своей вере воспринимаем Господа так, что Он что-то не доделал, а прежде всего не все наши грехи очищены, не все мы полностью освящены, вот что-то, то вера наша недопеченная. Она вот, понимаете, вот что, все сделал, что-то не доделал, вот сейчас я ему помогу, вот сейчас я вот что-то доделаю, что нужно сделать. Она недопеченная. Если мы верим, что Он взял наши грехи, но не до конца, то она недоваренная. Вареная вера вообще. По этому поводу святитель Григорий Богослов говорит, что не воспринято, то, что воспринято, то исцелено, что соединилось с Богом, то и спасено, что пропеклось, а вот что не пропеклось или сварилось,
то спасению не подлежит. Это очень важно, когда мы говорим, когда мы внутри себя рассуждаем о собственном спасении, когда мы внутри себя рассуждаем о собственных грехах, о собственных преступлениях, об исповеди и причастии. Ну, самых главных таинствах. Да? Почему они главные? Неформально же. Речь же не о формальности идет. Это очень важный вопрос. Бог всегда наказывает за грех. Не бывает по-другому, что Бог за грех не наказал. Но с другой стороны, Бог есть любовь. И вот как эта дилемма решается? Бог Отец посылает своего Сына, который сам собою, да, ты, как молится священник во время Евхаристии, ты и приносящий, и приносимый. То есть ты и первосвященник, который приносит жертву, и ты тот агнец, которого приносят в жертву. Ты тот, кто заменяешь нам и судью, и прокурора, но и адвоката в одном лице. И напоследок, поскольку мы уже исчерпали наш запас, я хочу напомнить из обычной человеческой бытовой жизненной практики. Это и в церкви часто встречается. Когда мы вот все с отцом Дорофеем, отцом Давидом и прочим были студентами московских духовных школ, ректором был такой архиепископ, ныне митрополит Эстонский, он избран в Эстонской православной церкви Московского патриархата, владыка Евгений. Он же был ректором духовных школ. Но поскольку вы понимаете, духовные школы — это огромное количество людей, это вот наш университет, да, это заведение, где... А тут еще полный пансион, жизнь людей там бурлит, вот, и происходят разные события, да. Бывают прекрасные, бывают не совсем замечательные. Вот. Был у нас такой однокашник, который, значит, на 3-м курсе академии, проучившись уже около 7 лет, на 3-м курсе академии вот совершил какой-то такой вот поступок, который не вписывался в общие правила. Вот. И, соответственно, его отчислили. Его отчислили, об отчислении указ вывесили, ну, ученый совет, сам ректор принимали решение, и все, приняли решение. А студенты, они же, вы знаете, такой народ, это же целый орден, да, они все как бы локоть друг друга ощущают и часто помогают друг другу. Ну и, соответственно, была такая практика собираться курсом и идти вымаливать у ректора восстановление. Вот. Я ходил дважды, вот, однажды на 1-м курсе и потом на последнем. Вот. На 1-м ничего не удалось изменить, и как бы все так понимали, что мало пользы, потому что решение уже принято, и там взвешены все за и против. Вот. И все равно, ну как-то, знаете, сердце, братская помощь, не откажешь. Собрались курсом, пошли, входим к ректору, и начинается, как обычно, вот это плач Ярославны, ну вы поймите, войдите в положение. А он как бы стоит, вот готов к тому, что к нему пришли, да, так среди нас и ипотека его находится и прочее. Ну, ко всему этому готов, говорит, ну давайте, просите, вот мы просим, и все как, да, горохом. То есть решение принято, оно принципиальное. Вот уже все эти челобитные закончились, результата практически никакого. Вот один из нашей компаний, поняв, что как бы тут ситуация уже, он обратился уже к ректору несколько иным посылом. То есть мы пришли что делать? Мы пришли говорить, что оступился, бывает, восстановите, жалко. Ну, у нас больше аргументов никаких нет. Вот. Один из нас, некто, он владыке напомнил, что на всех актах, торжественных мероприятиях и прочих, и вообще с точки зрения духовного посыла, это же не просто высшее учебное заведение, это учебное заведение, в которое церкви Лавры, преподобного Сергия. Вот вы, владыка Евгений, часто подчеркиваете, что мы не просто студенты, а одна большая академическая семья.
келье преподобного Сергия. Мы понимаем, что этот раб Божий совершил неподобающий, неблаговидный поступок, и, собственно говоря, не защищаем его. Хотя перед этим только этим и занимаемся. Ну, понятно, мы не защищаем. Но поскольку мы все-таки едины, и вы называете нас семьей, и вы не чужды в этой семье, а кто в этой семье? Ректор тогда, да? Архиепископ. Кто он тогда? Он отец. Вот вы, как отец, что вы можете вот в данной ситуации подсказать для решения этого вопроса? Да, потому что, знаете, получилось как у Иова. Иов же тоже Господу говорит: я знаю, что я грешен, ты будь заступником между мной и тобой. Вы помните, мы с вами, да? Вот то же самое некто из нашей группы сказал ректору. Он у нас достаточно динамичный такой человек, очень ответственный, динамичный, он задумался. И дальше произнес такую фразу: ну не сейчас, не в этом году, ну не на очном отделении, но если через год он подаст документы на заочное, возможно, будет восстановлен. Ну и, соответственно, с криком «Ура! Победа за нами!» да, эта добрая весть была принесена. Это вот, кстати, я говорю о ректоре, который вот буквально на днях стал митрополитом и возглавил Эстонскую православную церковь. Ну, приблизительно так, на самом деле, в жизни духовной дела и обстоят. Потому что, вы знаете, апеллировать к тому, что мы невинны, не получится. А взывать к Богу только как к судье и прокурору тоже ничего не даст. Потому что Бог есть любовь. Вот эта дилемма, она очень легко разрешается. Он сам себя принес в жертву за наши грехи. И те, которые мы совершили, и те, которые мы совершаем, и даже те, которые мы еще совершим, о которых мы еще не знаем, мы их обязательно совершим, поверьте. Вот. Но именно то, что Он есть любовь, и Его благодать покрывает эти грехи, ибо нет грехов, которые вот бы, знаете, выше Всевышнего были бы, выше Его благодати, выше Его любви. Таких грехов не существует. Именно вот в этом мы черпаем силы для нашей духовной жизни. Вот на этом мы пока заканчиваем. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, если нет, Марк, помолимся. Достойно есть окрыла истину, должно Дитя Богородицу, пресноволоженную, пренепорочную, и Матерь Бога наша, честнейшую Херувим и славнейшую бестренение Серафим, без истления Бога, Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.